это цена. Посмотреть, средняя рыночная цена. Второе – это качество продуктов. Вот две вещи, которые должны дать самый жесткий контроль. Скачка цен на рынках региона Камар-Хаш не должно быть. Этот вопрос подробно обсудили на совещании в Магасе. Рамадан – месяц чистых дел. Присоединяйтесь к флешмобу и творите добро. Глава региона оказал помощь семье Чариевых из Сунджи. Идея создать здесь парк возникла не случайно, ведь этот пруд – местная достопримечательность. Сюда приезжают отдыхать с семьями. Рабочие трудятся, не покладая рук, для создания места отдыха. На каком этапе строительства парка в Сунже и каким он будет в итоге? Появилась возможность у нас в рамках нацпроекта решить эту проблему. Здесь были проведены изыскания, все необходимые, подготовленные проектная документация. Благодаря чему Ингушетия признана субъектом, оказывающим наименьший экологический вред, и как идет реализация нацпроекта «Экология», расскажет наш корреспондент. После того, как одеваешь этот костюм, бывает такое ощущение, что ты способен зайти и в огонь, и в воду, тушить, пожарить. Знают ли школьники, как вести себя при ЧС? В Малгобеке прошли республиканские соревнования под названием «Школа безопасности». На канале Ингушетия новости 24. Добрый вечер. Снять арендную плату с предпринимателей на розничных рынках и ярмарках на период месяца Рамадан и тем самым снизить цены на продовольственные товары. Такое предложение озвучил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров на совещании в Магасе. В последние предпраздничные дни священного месяца этот вопрос становится особенно острым. Глава региона дал поручение вести мониторинг цен и выявлять случаи необоснованного роста. Подробности в репортаже нашего корреспондента. Цены на продовольственные товары не будут расти в месяц Рамадана, если с торговца будет снята арендная плата на этот период. Такое предложение сделал глава Ингушетии Юнусбек Евкуров в ходе совещания в Магасе. Глава региона также отметил важность обратной связи от граждан в мониторинге цен и качества реализуемых продуктов питания. Необходимо незамедлительно реагировать на любой сигнал на жалобу жителей республики, заявил Евкуров. Создать рабочие или комиссии, которые будут работать. Каждый день, вот с утра до вечера, на рынке должны работать, неустанно группа должна работать. Первое – это цена, посмотреть, средняя рыночная цена. Второе – это качество продуктов. Вот две вещи, которые должны дать самый жесткий контроль. Ну и, конечно, представитель правительства сейчас собрать там у себя совещание сделать, всех директоров рынков, муниципальные, частные, неважно, все рынки. Главным в том, что параллельно эту задачу на своих рынках поставить. Снять арендную плату за этот месяц, за месяц Рамадан. Со всех торговцев просто снять эту арендную плату. И не позволять торговцам завышать цены. Вот это все пропишите в протокол. И что ж, это надо контролировать. Ну и то, что вы сейчас сказали, как практика прошлого года, на телевидении показывают тех, кто завышает цены, нехороших людей показывают, и тех, кто снижает цены наоборот. То есть показывают. Здесь была еще практика, там таксисты, маршрутники там показывали, там, ребята там бесплатно кого-то перевозили. Такие практики показывают, чтобы люди это все видели. Во-первых, Барклада, во-вторых, это тоже такой пример для остальных. В этом вопросе поработали. Как отметил министр экономики, промышленности, торговли и туризма Ингушетии Умалат Таршхоев, в целях пресечения фактов необоснованного роста цен министерство регулярно проводит контрольные мероприятия по отслеживанию роста цен на потребительских рынках городов и районов республики. Также он подчеркнул, что по опыту прошлого года Минэкономразвития региона продолжит информировать в СМИ население о выездных мероприятиях по торговым точкам, реализующих продовольственные товары по сниженным ценам. Индекс потребительских цен в процентах соответствующего кварталу предыдущего года составил 102,26%.
0,05%. Данный показатель является лучшим среди регионов СКФО, где аналогичный показатель составил 104,7%. Если брать отдельно индекс потребительских цен на продовольственные товары, то в первом квартале 2019 года данный показатель в процентном соотношении к соответствующему кварталу предыдущего года составил 102,05%, когда среднее значение по Северокавказскому федеральному округу составило 105,5%. Цены на основные продовольственные товары – говядину, творог, яблоки, яйца, хлеб, масло подсолнечное и сыр – уже несколько лет остаются на уровне самых низких по СКФО. В настоящее время наиболее подвержен изменениям плодоовощной сектор. Здесь наблюдается разнонаправленная динамика. В процентах к предыдущему месяцу зафиксировано снижение цен на огурцы и томаты. Вместе с тем картофель стал дороже на 1,3%, лук на 1,6%, морковь на 3,2% и капуста на 3,3%. Юнузбек Евкуров дал поручение руководителям профильных ведомств республики увеличить количество выездных проверок рынков и крупных торговых точек с целью выявления случаев необоснованного роста цен в предпраздничные дни, а также информировать в СМИ население республики о проведении ярмарок, связанных с праздником Разговения Ид-аль-Фитр. И здесь я просил бы и требую самым жестким образом отнестись ко всем, не только рынкам, торговым точкам и придорожной торговле. Никто не запрещает, чтобы придорожная торговля велась, только она должна вестись централизованно, цивилизованно, ну и с проверкой всех сопутствующих законодательных там направлений. Ну и ценовая политика. Цена и качество продукции – это сейчас основная тема. У нас есть рычаги, в том числе создать условия. В прошлом году еще была одна практика, когда директора рынков на месяц Рамадан арендную плату не брали с торговцев. Так? Была же такая практика? Да, была. И не за счет этого, как минимум, мы не позволяли ценам расти, как максимум там кто-то делал чудо, что снижал цену. В прошлом году была практика, когда собирали на уровне председателя правительства всех, кто занимается заготовкой там, или там, поставками мяса. Была же такая же тема, когда председатель правительства, вице-премьеры поставили задачи, и люди, по крайней мере, хотя бы цены держали на баранину, на птицу там, или на говядину. И плюс, конечно, ярмарки, которые мы делаем. Но здесь не только торговые рынки продовольственные, но и торговые точки, торговые центры. Надо расписать там набор вот этих всех вещей. И вот надо было делать до месяца Рамадан. Мы ряд мероприятий провели для того, чтобы облегчить для работников бюджетной сферы, в том числе, и для жителей в целом. Месяц соблюдения поста – это и сокращение, там рекомендации сокращения на 1 час тем, кто нуждается в этом. Это и организация на придорожных мечетях возможности и Мардек, и Мардаст, другие мероприятия. Но при этом есть ряд вопросов, которые мы должны жестко контролировать. Да, задачи поставлены по энергоснабжению, по газификации или по газовому снабжению, чтобы у нас и с водой чтобы проблем не было. Задачи поставлены в том числе и по оказанию помощи особо нуждающимся в населенных пунктах. Я, кстати, глава муниципальных образований сегодня уже администрация поставила задачу, и правительство, в том числе Зимхан, у нас еженедельно должен был быть отчет, какая помощь, где, в каком виде, скольким людям оказана еженедельно. Главам администрации городов и районов республики поручено проверить список особо нуждающихся семей и еженедельно на официальных сайтах администрации городов и районов публиковать отчеты об оказанной помощи. Светлана Томова, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Магомед Дидигов. Новости 24.
Помогать людям призвана и акция, запущенная в регионе по инициативе главы Ингушетии. Суть флешмоба с хэштегом «Месяц чистых дел» проста. На протяжении всего священного месяца Рамадан участники должны совершать как можно больше богоугодных дел и добрых поступков, будь то примирение, прощение обид или помощь малоимущим. Одним из первых акций коснулась Чаривых из Сунджи. Благодаря содействию главы республики семье оказали помощь в виде стройматериалов для отделки дома. Микаэл Тангиев с подробностями. Есть блок, есть стекловата, ардах, доска, с помощью оказать. Тонна цемента, 10 кубов строительного песка и пиломатериалы. Для малоимущей семьи Чариевых это просто неоценимый подарок, а тем более священный месяц. Семья ютится в маленьком, еще недостроенном доме. Отсутствие элементарных условий, внутренней отделки и даже коммунальных благ. Воду и газовые баллоны приходится также покупать. А постоянный сквозняк и холодные стены для семьи из 5 человек – то еще испытание. Из-за финансовых проблем до ремонта так руки и не доходили. Поэтому Марина Чариева решила обратиться к главе республики через Инстаграм и поделиться своими трудностями. Зимой я купала детей на улице. Вы просто представьте этот холод. Порой нам месяцами приходится сидеть без воды, газа и света из-за отсутствия средств. Сразу на следующий день после обращения по поручению главы Ингушетии семье оказали необходимую помощь. Теперь со стройматериалами Чариевы смогут отделать дом и забыть о вечных проблемах, свидетелями которых стала и комиссия. Рабочая группа выехала на данное домовладение, посмотрели комиссия жилищно-бытовые условия семьи, возможность проживания семьи в этом домовладении. Значит, в результате чего комиссия было обнаружено, что жилищные условия оставляют желать лучшего. Кровля не подшита изнутри, нет водоснабжения, нет газоснабжения в данном домовладении. Дом изнутри, как и снаружи, так и снутри, не отштукатурен. Такую быструю реакцию в решении их проблемы Чариевы и не ожидали, и тем более не надеялись, что смогут принять гостей на мархаш в своем новом доме. Марина Чариева выражает благодарность за такую поддержку и внимание со стороны главы региона. Остается открытым только вопрос с газом и водой. Проблема в том, что по этой улице водопроводная сеть не проложена, соседние дома только застраиваются. Но тем не менее, этот вопрос, как заверили местные власти, тоже не останется без внимания. Глава города, дал поручение обеспечивать ежемесячно данную семью подвозом воды. Колодец у них есть, и мы уже ежемесячно будем подвозить ей воду. Муж, она говорит, у нее строитель, но опять же, и они говорят, что если нас обеспечить стройматериалом, то работы мы в основном можем сами своими силами сделать. Но стройматериал мы для того, чтобы они работы начали, мы уже им поставили. И глава держит на контроле, телефоны контактные оставили им. При необходимости либо какой-то физической помощи, либо материальной помощи, либо стройматериалом, они будут обращаться дополнительно к главе, и глава уже будет реагировать дополнительно. Рамадан – время исполнения желаний. В это священное время по поручению главы республики в регионе запущен флешмоб «Месяц чистых дел», в котором может принять участие любой желающий, оказать посильную помощь нуждающимся, поддержать, если не делом, то словом. В рамках акции в соцсетях уже сотни публикаций с хэштегом «Месяц чистых дел». Наш город решил, как в качестве этого чистого дела по поручению главы субъекта заняться данным домовладением. Думаю, что позитивный результат, потом мы вас пригласим, вам покажем. Хозяйка домовладения тоже свои пожелания высказывает. Мы по возможности идем ей навстречу и делаем все, что в наших силах. Стройматериалы, рабочая сила и мотивация есть. Теперь для Чариевых главное успеть до мархаш навести здесь порядок. Но эти хлопоты, как отмечает Марина, им будут только приятные. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Джамалил Тамасханов, Новости 24. В Гамурзиеве заложили капсулу в основание будущего детского сада на 220 мест. Новое дошкольное учреждение будет построено в районе школы на 1500 мест. В церемонии закладки послания будущим поколениям принял участие глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, который поздравил собравшихся жителей с началом реализации проекта. По словам главы региона, детский сад будет соответствовать самым строгим требованиям комфорта, безопасности, тепла и энергосбережения. По его словам, с вводом детского сада в Гамурзиевском муниципальном округе, где проживает почти 12 000 человек,
Очередь в дошкольные детские учреждения этого населенного пункта сократится почти вдвое. Капсулу с посланием заложили в бетонный блок. Официальным лицам в этом помогали дети. Глава региона также побывал в Альтийском административном округе Назрановского района, где идет строительство школы на 720 мест. Открытие объекта запланировано до конца текущего года. Юнусбек Евкуров обошел территорию строительной площадки, пообщался с подрядчиками и строителями. Строительство ведется согласно установленному графику. По словам главы региона, в Альтиево проживает порядка 8 тысяч жителей. И новая школа станет вторым общеобразовательным учреждением в этом населенном пункте. А в Сунже активными темпами уже идет строительство парка семейного отдыха. Он расположился рядом с прудом на площади в несколько гектаров. Это будет современная зона отдыха. Сейчас на объекте трудятся более 30 рабочих. Напомню, что идея строительства парка принадлежит главе республики. Помимо этого, в городе провели реконструкцию нескольких улиц, установлено дополнительное освещение, проложено асфальтовое покрытие и проведена реконструкция водопроводных сетей. Слово Арине Тичоевой. Идея создать здесь парк возникла не случайно, ведь этот пруд – местная достопримечательность. Сюда приезжают отдыхать с семьями, поэтому будущий парк будет называться «Семейные». Планы масштабные. Здесь появятся детские аттракционы, велодорожки, тротуары для пешеходных прогулок. Помимо прочего, будет специальная спортивная зона с необходимыми снаряжениями. Все это уже скоро, а пока масштабные строительные работы. Рабочие трудятся каждый день, чтобы будущий семейный парк стал настоящей гордостью горожан. Современную и даже инновационную зону отдыха строят по инициативе главы региона Юнусбека Евкурова. Проект придуман так, чтобы здесь могли отдохнуть и взрослые, и дети. У нас закуплены детские снаряды, уже привезены, находятся на территории республики. После, как мы закончим здесь работы, будем уже устанавливать все эти закупленные снаряды. Вот они, таких типов, качели разные здесь И тут будет у нас еще запланирован спортивный уголок. Это он туда в конце. Это будет для спортсменов. Здесь можно делать пробежки. Строительные работы здесь начались 3 недели назад. За это время рабочие успели подготовить зону для спортивных снаряжений, подвести необходимую инфраструктуру, установить каркасы и выделить участки под будущие тротуары и велодорожки. Чтобы каждая деталь была установлена с точностью, специалисты измеряют территорию. Рабочие, в основном местные, трудятся на совесть, ведь в этот парк они будут ходить вместе со своими детьми. Бог из тебя почти. Дорожки сейчас заканчиваем. Процентов на 60. Бог из тебя, Бог. При строительстве парка сохранили все деревья. Именно поэтому и работы больше прибавилось, чтобы не навредить насаждениям. Помимо прочего, в парке будет расположен пляж. Особое внимание уделят вопросу безопасности на водных объектах. При строительстве учитывается мнение горожан. При закладке этого парка мы учитывали мнение молодежного совета, общественного совета города. И, с населением в тесном контакте мы находимся. И это место было определено при согласовании. Сам порядок здесь размещения тренажеров, детских площадок, все согласовано, все идет совместно с гражданами. Кроме того, у нас на официальной странице нашего города мы эту информацию выкладываем. У людей есть возможность высказать свое мнение, внести какие-то коррективы. Мы их рассматриваем, корректируем сами и пользуемся теми возможностями, которые нам дает интернет. А тем временем в городе продолжается реконструкция улиц. Жители Менделеева обрадовали новой дорогой и реконструкцией водопроводных сетей. Молутхан Аздоева вспоминает, раньше приходилось обходить огромные лужи. Президент даже 20 января до этого была ингаляция. Вообще линии муер тхачах, химу дуар, диалка хетмет сантшиду хамнс эхтубуш, джаулкантон. Пожалуй, больше всех в Сунже в реконструкции нуждается центральная улица Ленина. Здесь расположены административные объекты. И каждый день проезжают сотни машин. Дорога сильно разбита, поэтому в первую очередь местные власти решили ее ремонтировать. Данная улица у нас прошла конкурс, городская среда выиграла. И сейчас здесь уже проектные работы завершены. Здесь будет полностью заменено покрытие. Будут с двух сторон тротуары, бордюры. Будут водостоки сделаны. Будут установлены уличные фонари, урны, скамейки.
То есть эта улица будет выглядеть самым лучшим образом. Одна из лучших улиц будет нашего города. Аллея здесь будет сделана. В настоящее время конкурсные работы идут, конкурсные процедуры. По тому, как будет определен подрядчик, который будет работать. Финансирование уже есть. По инициативе главы региона в Ингушетии объявлен флешмоб «Месяц чистых дел». Принимая эстафету, местные власти решили полностью заменить здесь водопровод. Все расходы возьмет на себя инвестор. По улице Ленина проводим демонтаж водопровода диаметром 100 мм, расстояние 400 метров. Помимо этого, в этом году мы произвели демонтаж трубопроводов на улице Целинная, Шарипова, Южная, Роза Люксембурга, Заводская. Общей сложности 3,5 километра. На данный момент мы до конца недели завершим эту работу и приступим к работе на 600 метров Комсомольская улица, плюс Дружба улица. Еще одна улица, на которой в самом разгаре рабочий процесс, Безымянная. Здесь тоже меняют водопровод и прокладывают водоотводные каналы. Помимо прочего, полностью заменят асфальтное покрытие и освещение. Я эту улицу знаю с 1959 года. Никогда на этой улице не было нормальной дороги. Вот теперь же мы решили общими усилиями, запланировали мы ее сделать к августу месяцу, завершить. Но судя по настрою, потому что как идет сейчас работа, у нас есть все основания полагать, что это закончится в июле месяце. К концу второго квартала мы ее закончим. Все работы будут завершены уже скоро. Чтобы успеть в срок, рабочие трудятся в 2 смены. Рина Цычоева, Магомед Даскиев. Новости 24. Подготовку к форуму «Национальные проекты», который пройдет в регионе 18 мая, обсудили на совещании под председательством премьера Зелимхана Евлоева. Встреча прошла в научной библиотеке ИНГУ при участии руководителей министерств и ведомств региона. Участники проинформировали вице-премьера, что все организационные вопросы проведения форума практически решены. Зелимхан Евлоев обратил внимание на то, что форум призван помочь регионам разрешить сложности, возникающие в ходе реализации проектов. По его словам, важно правильно сформулировать проблемы, которые будут озвучены на мероприятии. В рамках форума ведомственные кураторы выразят свое видение ситуации и представят рекомендации. Люди должны видеть, чего мы с вами достигнем после реализации национальных проектов. Они итоги направлены для создания комфортных, достойных условий проживания граждан Российской Федерации. И все мы должны работать в этом направлении. Участники будут представители политических партий и представители Общероссийского народного фронта, представители муниципальных образований. Молодежь будет присутствовать. И у вас будет еще одна возможность донести до людей то, чем вы сейчас занимаетесь и какую работу вы сегодня проводите. В продолжении темы полностью изменить к 2024 году воздействие на окружающую среду. Национальный проект «Экология» предполагает 10 направлений. Это чистая страна, чистый воздух, вода, система обращения с твердыми коммунальными отходами, благодаря которым улучшится качество жизни 20 миллионов человек. В реализацию нацпроекта «Экология» включилась и Ингушетия. Наш регион признан субъектом, оказывающим наименьший экологический вред. Репортаж Светланы Томовой. Уже больше недели в режиме нон-стоп ведутся работы по ликвидации незаконной мусорной свалки в Нестеровском. Десятки груженных КАМАЗов в день вывозят мусорные отходы. На площади около 9 гектаров скопилось свыше 250 тысяч кубов мусора. Работа проводится в рамках нацпроекта «Чистая страна». Это основная программа экологического проекта, направленная на ликвидацию стихийных свалок и объектов накопления экологического вреда. Уже в рамках национального проекта, который с этого года стартовали по всей стране, по тем задачам, поставленным президентом страны, появилась возможность у нас в рамках нацпроекта решить эту проблему. Здесь были проведены изыскания, все необходимые, подготовленные проектные документации и представлены уже Министерству природных ресурсов России. И наш проект этот они поддержали, соответственно, выделены средства на эти цели.
И в этом году, до конца года, здесь эта свалка будет полностью ликвидирована уже в установленном порядке. Эта свалка существует уже больше 15 лет. За это время представители Минприроды не раз пытались ликвидировать ее, но сделать это своими силами никак не получалось. Очередной крупный пожар случился здесь в 2017 году. Тогда за сутки полигон залили с 16 тоннами воды. Ингушводоканал подвозил воду, чтобы работа пожарных не прерывалась. Устав бороться с частыми вспышками пожара, экологами принято решение засыпать свалку землей и законсервировать ее. С тех пор сюда отходы не завозились именно на эту территорию. Тот пожар, когда был в рамках его ликвидации, ее засыпали грунтом. Но мы сейчас до сих пор наблюдаем тление на свалке. Часто беспокоились местные жители по этому поводу. Когда я даже сюда приезжал, ко мне подходили, ну что с этой свалкой, когда будет ликвидирован этот пожар. Мы уже забили эту свалку в проект, федеральный проект «Чистая страна». И как раз я смог успокоить людей о том, что действительно эту свалку мы будем в этом году ликвидировать. После ликвидации этой свалки, вот это тление, это все прекратится. Без ликвидации этого нельзя было достичь, потому что мы не сможем добраться до этих участков тления свалки. Сегодня мы ее ликвидируем, все проблемы здесь будут решены. По словам генерального директора Техтрос, все необходимое для ликвидации этой свалки у них есть. Более того, если продолжать в том же темпе, то работа сможет быть завершена даже раньше срока. Работы ведутся, как вы видите, в темпе. Уже вывезено с 6 числа этого месяца порядка 10 тысяч кубов. Ежедневно по отвозке отвала грунта участвует от 16 до 20 машин и 3-4 экскаватора. Как отмечает Магомед Бабхоев, приоритетными задачами национального проекта «Экология» является решение первостепенных проблем загрязнения природных ресурсов, неэффективности утилизации мусора, негативного техногенного влияния на окружающую среду. По программе нацпроекта планируют провести еще ряд различных работ. В целом по нацпроекту у нас запланировано очень большое количество мероприятий. Ингушетия в числе тех регионов, которым Минприроды, руководство Минприроды оказало наибольшую поддержку прямо с начального этапа. Очень большое количество объектов получилось защитить, и в этом году мы их начинаем реализовывать. Это и ликвидация свалки. У нас вторая свалка в городе Назрань в этом году должна быть ликвидирована. Тоже в рамках нацпроекта у нас еще 2 свалки на 2020-2021 год. Это Карабулак и Малгобек. Также в рамках нацпроекта у нас пруды, экологическая реабилитация прудов. Город Назрань, Карабулак и Малгобек. Это с этого года у нас тоже стартуют эти мероприятия. У нас по лесохозяйственным мероприятиям тоже в рамках нацпроекта оснащение лесопожарной техникой, лесохозяйственной техникой, восстановление лесов. Следует отметить, что Ингушетия – один из первых регионов, где уже приступили к реализации нацпроектов. Главное направление нацпроекта «Экология» – улучшение экологической обстановки в стране и качества жизни граждан. Светлана Томова, Джамалил Тамасханов. Новости 24. Завершена разработка проектной документации стадиона на 15 тысяч посадочных мест в Магасе. Заявка на проведение первого этапа ценового и экономического аудита готова и будет направлена в Минфин Ингушетии после утверждения внесения изменений в закон о республиканском бюджете на 2019 год и плановые периоды 2020-2021 годов. Возведение объекта начнется осенью текущего года в рамках федеральной программы развития спорта России и завершится в 2021 году. Стоимость строительства объекта оценивается в 5 миллиардов рублей. И, к слову, полузащитники Аздоев и Бакаев включены в расширенный список кандидатов в сборную России по футболу на стартовые отборочные матчи к чемпионату Европы 2020 года против команд Кипра и Сан-Марино. 30 мая в Новогорске российские футболисты начнут подготовку к отборочным матчам. Игра против команды Сан-Марино пройдет 8 июня на стадионе Мордовия-Арена в Саранске. Встреча против киприотов состоится 11 июня в Нижнем Новгороде.
Напомню, что попадание в расширенный состав национальной сборной не единственное достижение ингушских спортсменов. Магомед Аздоев, представляющий питерский клуб «Зенит», стал чемпионом российской футбольной премьер-лиги. Отметим, что это первый в истории представитель Ингушетии, завоевавший национальный титул в футболе. Сборка и разборка автомата, стрельба из винтовки, метание гранаты на дальность и даже исполнение стихов. Это лишь малая часть дисциплин заключительного этапа конкурса, прошедшего в Горском кадетском корпусе. Учащиеся состязались по спортивным, военно-прикладным и литературно-поэтическим направлениям. Главная цель – популяризация военного дела, в частности кадетства, и подготовка к предстоящему юбилею, 25-летию со дня основания корпуса. Об участниках и победителях состязаний репортаж Микаила Тангиева. Здесь лес кругом, и шелест листьев, лаская стул, даря покой. Стоит здесь корпус одинокий, любимый альма-матер мой. Эти строки кадет 5-го курса 2-го взвода Умар Добреев посвятил своему родному кадетскому корпусу, называя его многоликим, неповторимым и общим домом для всех кадетов. Все эти эпитеты адресованы учебному заведению, в котором, как здесь говорят, есть и гордость, и святая честь. Конкурс на лучшую творческую работу, посвященную 25-летию образования Горского кадетского корпуса, проводит в 3 номинациях – стихотворение, эссе и сочинение. За 2 недели до конкурса кадетам предложили выразить на бумаге свои чувства к родной школе, и по итогам поэтического состязания победителей наградили почетными грамотами. Ребята постарались, работ было много. В эти свои работы они вложили души, свои мысли о будущем, мысли о настоящем. И много было работ, лиричных работ, в которых они выражали свои чувства сыновней любви к кадетскому корпусу. Пока одни воспитанники воспевают родной корпус в стихах, другие в спортзале борются в финале военно-спортивной игры по волейболу «Встреча поколений». Правила такие же, как и у профессионалов, играют 3 сета. В каждой партии можно получить до 25 очков. Команда 5-го курса с солидным отрывом обыгрывает своих соперников. Победителя ждет заслуженная награда, а вручает ее замминистра по физической культуре и спорту региона. Мы долго тренировались и готовились к этому матчу. Я надеялся, что мы выиграем, и так и случилось. Никакой особой тактики не было. У нас была командная работа, усилия каждого. Мы все старались. Не забыли здесь и про конкурс военно-прикладных дисциплин с патриотическим названием «Служу России». В нем ребята уже по традиции соревнуются в сборке и разборке автомата, стрельбе из пневматической винтовки и метанию гранаты на дальность. В последней дисциплине отличился кадет 5-го курса Азраил Арчаков. Снаряд преодолел расстояние в 35 метров. И это далеко не предел, делится победитель. Я тренируюсь каждый день, набиваю свои руки, получаю удовольствие от этой профессии. Максимальный результат получается при большом разгоне, при размахе руки. В июне кадетский корпус готовится отметить юбилей – 25 лет. К этому событию здесь готовятся загодя. И все культурные и спортивные мероприятия приурочены к этой дате. Кадеты Горского кадетского корпуса являются, как мы все сами знаем, многократными чемпионами во всероссийских сборах, форумах, фестивалях, где бы наши кадеты не участвовали, мы везде становимся лауреатами. И поэтому вся повседневная деятельность кадетов, быт, уклад жизни и, соответственно, обучение в данном учреждении непосредственно взаимосвязано с военно-спортивной работой. И, конечно, подобного рода мероприятия в кадетском корпусе проводятся регулярно. Мы эту работу останавливать не будем и в последующем только темпы будем наращивать. По итогам всех конкурсов комиссия отберет лучшие работы, которые будут опубликованы в печатных изданиях республики. Тот боевой стержень и боевой дух, который закаляется в этих стенах, выпускники проносят через всю жизнь. Поэтому во все времена можно с уверенностью сказать, что в Ингушетии воспитывают самых крепких ребят, готовых в любое время стать на защиту своей родины и отчизны. Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. Через целую полосу препятствий прошли и участники 15-х республиканских соревнований «Школа безопасности». Финал состязаний, направленных на обучение ребят правильному поведению в случае ЧС, прошел в Малгобеке. Звание лучших оспаривали команды из 3 школ. Это победители муниципальных этапов. Инициатор Министерства образования региона, управление МЧС совместно с Центром «Молодой патриот». Дана Плиева продолжит.
Преодолеть рукоходы, навесную переправу, проползти по канату – настоящая полоса препятствий, которую каждый из участников должен преодолеть за рекордно короткий промежуток времени. И тут волнение и даже страх сорваться уступает мысли быстрее добежать до финиша. Наравне с парнями свою выносливость показывают и девушки. В числе первых и Хава Матиева из 7-й псидахской школы. Выиграв муниципальный этап, ее команда приехала за победой. Правда, препятствия оказались не из простых. Основная трудность – это надо иметь хорошую дыхалку, чтобы пройти все препятствия. А самое трудное – это навесная, где нужно руками, ногами длинную веревку пройти. Вот у тебя какой результат? У меня 3:43. Полоса препятствий нелегкая, конечно, но при должной подготовке можно проходить довольно достаточно хорошо. Различные препятствия проходить довольно интересно. И выносливость тоже можно развивать свою, как физическая. За звание лучшей соревнуются команды из 3 школ, в каждой по 8 участников. И как в любом состязании, здесь тоже свои правила. За нарушение добавляются штрафные секунды. За ходом конкурсов тщательно следят судьи. Нарушение может быть потеря самостраховки, то есть неправильно пристегнулись, отстегнулись там, где не положено. Это на параллельных перилах может быть. Срыв оценивается, то есть касание с веревок сорвался, коснулся земли, это тоже штрафуется. При переправе, допустим, на гате, они по жердям переходят, соответственно, срыв с жерди, касание земли также штрафуется. Второй этап соревнований «Юный пожарный». Здесь школьники должны пройти 2 задания, подготовиться к боевому развертыванию, на скорость подсоединить, а затем раскатать и скатать пожарные рукава и примерить экипировку пожарного. Чтобы полностью одеть форму, профессионалу нужно не меньше 20 секунд, с чем справился 10-классник Магомед Хасбулатов. После того, как одеваешь этот костюм, бывает такое ощущение, что ты способен зайти и в огонь, и в воду, тушить пожары. Здесь ребята это выполняют за 15-16 секунд. Именно в этом году более масштабно это все происходит, и ребята более подготовленные, тем более сегодня у нас выступают прошлогодние чемпионы, приятно с ними вообще работать. Наблюдать за ними. Некоторых мы смотрим даже с точки зрения того, чтобы потом их как-то пригласить к этому делу, приобщить. Республиканские соревнования «Школа безопасности» проходят в регионе уже 15-й год подряд. Организаторы в лице Минобррегиона совместно с Центром «Молодой патриот» и региональным управлением МЧС ставят задачу научить ребят на таких мероприятиях грамотно реагировать в любых чрезвычайных ситуациях. Это популяризация, с профессии спасатель. Они получат определенные, однозначно знания получат, пользу физической, они будут заняты. Это физическая подготовка, много-много всего это включает в себя. Итоги соревнований подведут чуть позже. Победители республиканского этапа летом будут представлять республику на межрегиональных состязаниях, которые пройдут в Карачаево-Черкесии. Дана Плиева, Султан Булгучев, Новости 24. Столичные школьники могут похвастаться отличным знанием правил дорожного движения. Школа светофорных дорог «Открытый урок» с таким названием прошел в стенах гимназии «Марем». Педагоги уверены, что учить детей поведению на дорогах надо на личном примере. Как переходить дорогу, значение цветов светофора и другие правила дорожного движения дети передавали театральными сценками, песнями и стихами. Светлана Томова с подробностями. Эти юные участники дорожного движения знают ПДД ничуть не хуже опытных водителей. На открытом уроке ученики начальных классов показывают своим ровесникам, как необходимо вести себя на дороге, а чего делать категорически нельзя. Смотри, всем ребятам умным ясно, где дорога, там опасно, отыщи-ка пешеход, черно-белый переход, не горит зеленый свет. Светофора вовсе нет. Что такое? Как же так? Посмотри на синий знак. Человечек в нем идет, значит, это переход.
Свой список изученных правил дорожного движения Самира Мамилова с большим интересом пополняет с каждым таким уроком. Занятия в школе и предостережения родителей, как необходимо себя вести на дороге, Самира понимает, такие уроки невыученными точно оставлять не стоит. Правила дорожного движения надо соблюдать всегда. Когда переходишь дорогу, надо смотреть на светофор. Если горит красный свет, надо подождать. А если горит зеленый свет, нужно переходить дорогу. Что такое светофор, о чем говорят 3 цвета – красный, желтый и зеленый, и как нужно переходить дорогу? Детей учат этому с 1 класса, но не забывают лишний раз напомнить и тем, кто мог подзабыть. Я очень строгий красный гном. Я самый старший в доме том. Когда сияет красный свет, проезд закрыт, движения нет. А я, ребята, желтый гном. Свечу я желтым огоньком, предупредительно мигаю и от беды вас охраняю. Так неразлучны мы втроем, что друг без друга не живем. Мой средний брат предупреждает, а я движение разрешаю. Чтобы не оказаться на дороге в аварийной ситуации, ребенок должен понимать, когда автомобиль становится опасным. Детям объясняют, машина не может остановиться мгновенно, даже если водитель нажмет на тормоз. Главное правило безопасного поведения – предвидеть опасность. Через театральные сценки весело и познавательно школьники подкрепляют знания. Я играю роль инспектора. Я показываю то, что нельзя переходить дорогу в попавшемся месте. Пешеходам нужно переходить дорогу по правилам дорожного движения. Нужно смотреть сначала налево, направо, есть ли машины. Переходить обязательно по пешеходному переходу на зеленый свет. Но если на зеленом свете едут машины, то переходить дорогу нельзя. Сон хуйняка переходить, здесь зебра. Светофор зеленый свет, перейти здесь. Ти свет юаги, дахували шат. Желтый свет юаги, подождать здесь. Бахка барыш, замига барыш, соблюдать здесь. Машин ты туху гюатс. В школе уверены, для снижения пугающей порой статистики ДТП недостаточно проводить рейды с лихачами на дорогах. Профилактику необходимо начинать со школьной скамьи. Родители и педагоги не забывают, что здоровье и жизнь детей во многом зависит и от них тоже. Цель данного мероприятия – это повторить и закрепить знания правил дорожного движения детей, предупредить наиболее распространенные ошибки детей на дорогах, развивать у детей внимательность, гибкость, наблюдательность. Учителя надеются, что благодаря таким профилактическим мероприятиям дети в будущем станут дисциплинированными участниками дорожного движения. Соблюдайте правила дорожного движения! Светлана Томова, Асхат Белакиев. Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.